Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. И каждый год во время путины в абхазской акватории Черного моря стоят иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих заводов. В этом году в хамсовой путине участвуют 18 сейнеров. В ходе проведения рейда было осмотрено одно турецкое судно, которое осуществляло улов рыбы в районе Синопа. Досмотровая группа проверила документы у капитановой команды на право рыболовства, на судно и на орудие лова, а также посмотрела промысловый журнал, где ведется учет улова рыбы. По результатам осмотра вся документация была в порядке. Однако, по данным российских пограничников, турецкое судно несколько дней назад было замечено в запретных для рыболовства зонах. Но капитан сейнера утверждал, что по их координатам они не нарушили 500-метровую зону. По данному объекту нарушение заключалось в том, что 500-метровая зона якобы была нарушена. Но по ходу сверки координат получилось так, что корабль находился на расстоянии от берега 700 метров. Мне тоже звонили с берега, говорили, что рыболовецкий сейнер находится на расстоянии 200-300 метров. То есть, стоя с берега, определить расстояние нахождения сейнера практически невозможно. Координаты, которые значатся на дисплее у турецких сейнеров, и координаты, значащиеся у российских пограничников, они немного разнятся. В этом будем разбираться по факту, по выходу на берег. Как правило, в путине участвуют рыбопромысловые суда в паре с грузоперевозчиком. Сейнеры, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, запрещено ловить рыбу в устьях рек. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. В таких случаях российские пограничники составляют протокол о нарушении и передают абхазским экологам, а те, в свою очередь, выносят соответствующее решение о штрафных санкциях. К злостным нарушителям применяют более жесткие меры. Штрафные санкции у нас, к сожалению, максимально это 3000 рублей, материально, если говорить. Но мы имеем еще возможность отстранения от промысла на трое суток. В прошлом году мы воспользовались трижды от отстранения от промысла. В этом году пока идет, мы только получили 3 протокола по нарушениям от российских пограничников. По ним мы уже приняли постановление. Идет обработка еще 4 нарушений, но по ним еще протоколы мы не получали. Однозначно там один из этих сейнеров уже числится как злостный нарушитель. По нему, наверное, мы будем принимать отстранение от промысла на какое-то время. Согласно постановлению Кабинета министров, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов составляет 35 тысяч тонн. На сегодняшний день уже выловили около 27 тысяч тонн. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за методами лова рыбы. Кроме кошелькового невода здесь не должно быть никакое другое орудие. Если есть эти орудия, или изымается, оставляется на берегу, или же пломбируется на борту. При лове кошельковым неводом, это орудие лова при ловле хамсы, попадание других посторонних рыб в больших объемах категорически невозможно. Но прилов при этом допускается. По определению кошельковым неводом нельзя ловить другие рыбы. Просто рыбы ведь тоже группируются по вертикали на водной толще. Хамса держится где-то в средних слоях, а те, о которых мы говорим, ценные рыбы, они более глубоководные, и потому они не попадаются в эти сети. Ежегодно в период хамсовой путины общественность обеспокоена тем, что многие суда не только нарушают запретную зону, но и осуществляют незаконный улов другой рыбы, что впоследствии может привести к сокращению водных биологических ресурсов. Однако, как говорят экологи, повода для беспокойств нет. Если в хамсовую путину в акватории Черного моря Турецкая республика вылавливает до 300 тысяч тонн, если Грузинская республика вылавливает от 120 до 150 тысяч тонн, от того, что мы ловим от 30 до 50 тысяч тонн, популяция хамсы с нашим воздействием, я думаю, что никак не уменьшается. Вообще нормализовать этот процесс обязательно нужен, но нужен обязательно с участием всех заинтересованных государств на Черном море. Рейдовые мероприятия в период хамсовой путины у берегов Абхазии будут проводиться с периодичностью 2 раза в неделю до конца марта. Затем будут подведены их итоги. Аля Катраб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.